Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сходит по вам с ума? Кто этот человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, золотая рыбка. Для кого вы золотая рыбка, а? Кто вас рыбкой называл? Чье желание, мечту вы можете исполнить? Смотрите, мои хорошие, тот, кто сходит по вам с ума, он где-то рядом. И мне идет, что у вас общение с этим человеком состоится буквально, сегодня, завтра, послезавтра. Этот человек как-то вот прям прорвется, вырвется, и ему важно с вами пообщаться. Вот сегодня, завтра, послезавтра мужчина, который придет на разговор, либо вызовет вас на разговор, либо звонок по телефону будет от него, либо смс-ка придет. Вот именно он сходит по вам с ума. Здесь даже не просто с ума сходит, он вами одержим, этот мужчина. Он ни о чем, ни о ком думать не может. У него все из рук валится, потому что вы его прекрасная золотая рыбка, которая от него уплывает. Ему так страшно, что он вас потеряет, страшно, что больше никогда не увидит. Либо страшно, что вы с каким-то другим мужчиной сойдетесь. Прям, костер у него там горит все, выгорает. Угли уже так накалились, что скоро вот прям взрыв произойдет. Как раз таки взрыв — это то, что он проявится. Тот, кто сходит с ума, проявится в течение 3 дней, получается. Да? Сегодня, завтра, послезавтра. Еще раз говорю, телефон, лично, переписка. Инициатива идет от него. Это он первый с вами заговорит, первый вам напишет, и либо дозвонится до вас. Тот, кто сходит по вам с ума. И также подсказка, что он вас рыбкой называл. Вспоминайте, были у вас такие мужчины? Если, может, он, конечно, и сам про себя вас рыбкой называет, но вот вы для него золотая рыбка. Самая желанная, самая прекрасная рыбка, которая может подарить ему, как исполнить самое главное желание — стать счастливым, да, подарить ему счастье. Он вас видит, какой-то неземной, вот честно, неземной. То ли он никогда таких женщин красивых не видел, то ли он вообще у вас, из леса вышел. А может быть, он как долго слеп был. Кстати, так бывает иногда, когда мужчина, например, под чарами жил, да, под приворотом. Может быть, какая-то другая женщина на него наложила приворот, и он жил как слепец. Он вообще никого и ничего не видел. Вот только магически видел эту одну женщину. Возможно, приворот он снял, либо, в принципе, действие приворота закончилось. И вот он увидел вас и обалдел. Обалдел такой: да, это же она моя рыбка, да, которая сделает меня счастливым. У кого-то еще отыграется, что, возможно, у вас было что-то с этим мужчиной, либо намечалось с этим мужчиной. Потом он стал жертвой приворота, потому что какая-то женщина у него за спиной еще стоит, да. И он ослеп по поводу вас. Возможно, пропал, возможно, перестал общаться, возможно, в принципе, вышел из отношений и не вернулся. Мне идет еще какая-то женщина, почему-то тема приворота идет. Она как будто бы развернула ход событий, либо развернула в другую сторону жизни того мужчины. Еще мне идет, что этот мужчина, он как-то по судьбе вам, либо у вас, вы ему по судьбе. Нет, не он вам, а вы ему по судьбе. То есть он должен был вас встретить еще когда-то давно. Но из-за вот этой женщины не смог. Может, он женат сейчас, либо с какой-то женщиной сожительствует. Но сожительствует, либо женат не потому, что любил, а потому что, скорее всего, приворот на нем был. И вот он кроме нее никого не видел. Она там дергала за веревочки, и он был на коротком поводке, очень послушный песик.
А теперь вот нету этого приворота. Уж не знаю, куда он делся, но его явно нет. И этот мужчина смотрит на вас и прям слюну пускает. Вы для него действительно самое желанное. Девушки мои хорошие, вы все разные, да, отсыпка общая. Смотрите, если в вашей жизни была любовь, либо вы шли к тому, чтобы создать отношения, и мужчина вдруг резко пропал и ушел к другой женщине, это значит точно это он. И он был под приворотом, поэтому и ушел. Вот. Но приворота больше нет. Приворота нет. Кстати, если он не был вам раньше знаком, и сейчас он живет с другой женщиной, приворота больше нет, он с ней 100% будет разводиться, потому что она ему жизнь испортила, понимаете, она его счастья лишила. Она сделала из него тряпичную куклу, и он сейчас это понимает. Ему, конечно, очень жаль потерянного времени, как лучшие годы упущены. Но с другой стороны, он об этом не сильно думает, потому что у него в мыслях только лишь вы. Да? Вот вы занимаете все его мысли. Этому мужчине очень хочется счастья с вами, любви, счастья, нежности, интимной близости. Хочется проводить время, не знаю, просто сидеть, молчать, друг на друга смотреть, куда-то вместе поехать, какие-то мечты исполнить. Да? У него, скорее всего, есть мечты, желания вот побывать в каком-то месте, там, съездить на тропический остров, либо куда-то там на природу. Есть какие-то мечты, и он хочет эти мечты реализовать именно с вами. Только вы ему нужны. Мужчина, который, не знаю, он готов на все ради вас, и он вам об этом скажет. Он так и скажет, что вот не могу ничего с собой поделать, только ты в моих мыслях. Вот он я, делай со мной что хочешь, но только не прогоняй. Да? Ты единственная, кто мне нужен в этом мире. Без тебя я зачахну и умру. А вот с тобой я могу быть самым счастливым. И тебя я могу сделать самой счастливой. И еще, мои хорошие, если у вас есть отношения, допустим, вы замужем, либо у вас парень есть, то тут может сложиться прям четырехугольник, да, треугольник, четырехугольник. Почему? Потому что мужчина этот не намерен отступать. Я же говорю, у него скоро вот прорыв идет, он сам с вами свяжется, он сам к вам подойдет, либо он вам напишет. И от этого момента он уже как бы рядом с вами, и он готов на все, лишь бы вот всегда быть рядом с вами. Будете прогонять, он не будет уходить. Он будет там, не знаю, ночевать у вас под дверью на коврике, либо на лавочке у подъезда будет ночевать. Он будет хвостиком за вами ходить, но будет казаться, что он вас преследует. То есть, если он вам нравится, то это прям замечательно, докажет свою любовь. И если вы замужем, у вас есть парень, либо вам как-то не совсем комфортно, то будет очень сложно от него отбиться. Он очень такой прям, как репешок прилипнет к вам и вот вцепится как будто бы в вас. Да, ничего нельзя будет с ним поделать. Ну что ж, сходит с ума по вам. Это как наваждение для него. Вы для него наваждение. Хочется вами обладать. И хочется всю свою жизнь посвятить вам. Сейчас я еще карты возьму. Я хочу понять природу этих чувств. Природа этих чувств. Что ж так мужчину повело-то в вашу сторону, да? Готов, все перечеркнуть. Прям карты вылетают. Готов все перечеркнуть, готов на все пойти, готов именно с вами быть. Я же говорю, вы ему по судьбе. Именно вы ему по судьбе. Вы его окрыляете. Вы именно та женщина, с которым он прям на подсознательном уровне чувствует себя счастливым. Он и чувствует, и знает, да, что будет счастье именно с вами. И еще вот как что удачу вы ему принесете. Что жизнь он свою сможет изменить, как время назад обернуть, да? Вот как я вам говорила, он под приворотом был. Очень многое он упустил в своей жизни. А вот с вами он все это может наверстать. Вы ему по судьбе, понимаете? Вы ему по судьбе. По судьбе было ему влюбиться в вас. Тут, знаете, как прописано, на роду написано, да? Влюбиться именно в вас. Может быть, он раньше должен был влюбиться. А может быть, эту любовь перечеркнул этот приворот, который был на нем, да, либо что-то другое было на нем.
Не, ну вы такая, вы строгая. Вы не то чтобы готовы идти с ним в отношения. Вас нужно добиваться, вас нужно заслужить. Нет, тяжело ему будет к вам пробиться, тяжело. Знаете, еще какая тут ситуация? Вот чем больше вы ему отказываете, либо чем больше вы ему недоступны, тем сильнее он сходит по вам с ума, тем сильнее он к вам тянется. Да, вот так интересно показали. Ну хорошо, есть ли у вас будущее? Есть ли у вас... Будущее есть, оно возможно, но очень тяжело дастся это будущее. Либо через проблемы нужно будет пройти, чтобы это будущее обрести. Но понятно, что если он не свободен, вы не свободны, то как бы двойной развод – это тяжело, и по времени это очень затруднительно. Плюс у вас будут сомнения по поводу этого мужчины. Вы скажете, ну какой-то одержимый, сумасшедший, малохольный, какой-то маньячило просто, да. Ну страшно с таким мужчиной встречаться. Он на вас смотрит, и глаза прям такие, как блюдца огромные. Сомнения, да, прожить сомнения, пройти через проблемы, но будущее возможно, потому что аисты открывают, а дерево закрывает. Да, испытания. И испытания здесь очень сложные. Ну, настоящей любви испытаний бояться не стоит. Да, если судьба, то, конечно, будете вместе. Ну, если вы друг другу по судьбе, то точно будете вместе. А вот эта его женщина, она теряет над ним контроль. Там контроля буквально осталось на 3%. И все. Назад уже она не вернет. И он к ней никогда не вернется. Даже если он с вами не будет, то с этой женщиной он никогда вместе тоже не будет. Он прям категорически ее ненавидит. Он понимает, что она испортила ему жизнь. Что она лишила его радости жизни. Она его подавляла, она над ним издевалась. Он у нее как в рабстве был. Конечно, он ей этого не простит. Никогда и ни за что. И это прям все, это конец. И, скорее всего, она еще этого не понимает, она еще верит, что она может что-то изменить, но уже ничего не изменит. То же самое, девочки, если у вас был роман с несвободным мужчиной, и вы, допустим, там решили, что ну хватит, да, хватит такого, то мужчина пойдет на крайние меры, он будет разводиться, причем, еще раз говорю, это не зависит от вас напрямую, он все равно разведется со своей женой, он все понял про свою жену. Возможно, любовь с вами смогла снять этот приворот, и он теперь уже прекрасно понимает, кто его жена, и он не останется с ней, вообще не останется с ней. Вот. Ну, конечно, будет вас добиваться. Я уже сказала, он очень такой, прицепился, не отцепится. Так, еще я вижу у вас странную картинку. Ну, может ли быть такое, что женщина сходит по вам с ума? Либо она сходит с ума из-за вас. Эта женщина перед вами в большом долгу. Либо большой грех на ней из-за вас. То есть она согрешила против вас, чем заработала себе вот это как наказание, эту кару. Она сходит с ума, потому что, что бы она ни делала против вас, оно против нее обращается. То есть она желает вам болеть, но болеет сама. Она желает вам неудач, но неудачи у нее в жизни идут. Она желает вам, там, не знаю, одной остаться, к вам мужики липнут, да? Понимаете? Вот такой момент. Она сходит с ума, она не знает, что с этим делать. Она там считает вас какой-то, колдуньей, ведьмой, но с другой стороны, вот за собой она вообще не замечает, да? Не замечает. Очень похоже на ревность, очень похоже на конкуренцию и очень похоже на зависть. То есть то, что ее толкнуло быть вашим врагом. И вот ее змея съест, мне идет. Змея. Ну вот мне идет, что эта женщина постоянно о вас думает и думает очень плохо, со страхом, с укором, с переживанием, с надрывом. Вот. Женщина-враг получается, да? Женщина-завистница сходит с ума из-за вас, из-за того, что вас ничего не берет, что у вас жизнь меняется, вы живете в своем ритме, да, чего-то добиваетесь, что-то получаете. Кстати, вы за последнее время очень сильно изменились. Вы то ли похудели, то ли вы расцвели, и это ее просто добило.
Ну, потому что она там делает обряды, ритуалы, там заказывает магию, желает вам постоянно, да, всего самого худшего. Вот тут раз и лучше стали выглядеть. А она прям ужасно выглядит. У нее прям все уже, знаете, износ полный пошел. И вот из-за этого она сходит с ума. Еще мне идет, что она пьет. Пьет, что-то пьет. Может быть, алкоголь, может быть, какие-то лекарства пьет. А может быть, то и другое там мешает и пьет. Ну вот она себя сосвету сживает. Такое вот как безумие, что ли, да? Говорят же, если Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума. Вот и она из-за вас сходит с ума. Безумие какое-то происходит. Ну, что есть, то есть. Значит, заслужила, значит, заработала. Так, и еще у кого-то бывший тут прорисовался. Это 100% бывший. Бывший, который с вами соперничал. Уж не знаю, как это бывает в парах, но тут соперничество показано. Либо он вам говорил, что ты там без меня никто, ты пропадешь, ты никому не нужна, ты там плохо закончишь. А по итогу все вышло ровно наоборот. Это он пропадает, это он никому не нужен, это у него все плохо, а вы наоборот вот цветете и строите свою жизнь. И вы в нем не нуждаетесь, а он в вас нуждается. Потому что когда он был рядом с вами, ваша жизнь была ужасной. Когда вы без него, вы сама себе хозяйка, и жизнь ваша наладилась. А у него, наоборот, все вот прям рухнуло и упало. И еще, возможно, вы своему бывшему приносили удачу. Вы могли ему давать там хорошие, конкретные, конструктивные советы. Вы могли даже какие-то проблемы решать, вот его проблемы, не ваши, его проблемы. И он пользовался вашим ресурсом, вашим умом, вашим умением предвидеть. И при этом он все это приписывал себе, что это я такой умный, да? Именно благодаря мне я такой вот умный, у меня все получается. Но по факту это же не так, это все было благодаря вам. И его жизнь очень сильно ухудшилась, он очень плохо выглядит, а вы наоборот цветете, процветаете и добиваетесь того, что вам необходимо, то, что вам желанно, нужно. Он за вами как-то подглядывает, либо через кого-то наблюдает за вашей жизнью. То есть подглядывать он может в интернете, либо лично вот приезжать там вами любоваться издалека. Но кого-то отыграется, что он с кем-то общается, вот как общие знакомые, да. И люди ему постоянно рассказывают, какая вы хорошенькая, там вы то сделали, этого добились, что вы вот живете как бы и процветаете. И, конечно, его там оскомина берет, аж, знаете, поджилки трясутся. Он не хочет возвращать вас, потому что, ну, это стыд. Стыд и позор, да, во что превратилась его жизнь, либо в каких долгах он находится, либо вот как он себя чувствует, ощущает, как он выглядит. Не хочет, чтобы вы его видели, не хочет, чтобы вы про него знали. И также этот мужчина понимает, что все, что вот он вам говорил, у него случилось. Как ему после этого смотреть вам в глаза? Даже он может кого-то просить, чтобы рассказывали, что он такой прям классный, успешный, что у него все замечательно. И специально даже может в соцсетях какие-то фейковые фотографии делать, публиковать, что вот я там то, все, у меня все классно, я крутой. Там машины, девочки, да, там угощения. На самом деле это все там фотошоп, допустим, да, либо и сделано. Вот такой еще момент показан. Сходит с ума, потому что жизнь его стала пустой и холодной. И вот он с вами конкурировал и проиграл. Не смог. А у вас все хорошо, вы молодец, вы хозяйка своей жизни, вы знаете, что вам делать, вы всего добиваетесь и идете правильным путем. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.